Здравствуйте, в эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В этом году в России широко отмечается 150-летие со дня рождения великого русского композитора, пианиста, виртуоза, выдающегося дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Мероприятия будут проходить до конца года. А какие события в музыкальной сфере республики проводятся в честь знаменательной даты, расскажет гостья нашей студии Туяра Пестрякова, генеральный директор Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапко. Туяра Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. 1 апреля исполняется 150 лет со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова. Как это событие отметит филармония Якутии? Да, действительно, 1 апреля в нашей стране, можно сказать, и во многих странах мира, объявлен Днем Рахманинова. В этот день будут проводиться самые различные мероприятия. А в нашей республике, именно в рамках нашей филармонии, которая является крупнейшей концертной организацией республики в области академической музыки, запланирован целый фестиваль, который мы назвали «Якутск. Весна Рахманинов». И этот фестиваль мы открыли позавчера, 28 марта. У нас открытие состоялось в Государственном театре оперы и балета большим концертом симфонического оркестра «Симфоника Арктика» и наших гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. И программа фестиваля у нас такая разнообразная. 7 апреля мы предлагаем нашим зрителям концертное исполнение оперы Рахманинова «Алека» в исполнении артистов хора и симфонического оркестра. Будет также концерт симфонического оркестра 18 апреля. Дирижировать будет Павел Васьковский с участием пианистки Александры Трофимовой. И 21 апреля мы закроем наш фестиваль концертом хоровой музыки, вокальной музыки в исполнении артистов симфонического хора филармонии Якутии. И концерт мы назвали «Приношение Рахманинову». Но кроме апрельских концертов в рамках фестиваля, произведения Сергея Рахманинова у нас звучат с прошлого года довольно часто. Мы благодарны Театру оперы и балета, который предоставляет нам площадку с возможностью исполнения фортепианной музыки на рояле Стенвей. Это единственный Стенвей в нашей республике пока. И в октябре мы приглашаем наших зрителей, слушателей на наш фестиваль «Северное сияние». Это традиционный фестиваль, закрытие которого мы также предполагаем закрыть концертом фортепианной музыки с симфоническим оркестром. Кто выступит в Якутске из новых звезд современного искусства? Я бы хотела отдельно выделить наших гостей, которые выступали позавчера. Это молодые звезды музыкального искусства, академической музыки. Прежде всего, это, конечно, дирижер Гурген Петросян. Он обладатель первой премии, золотой медали международного конкурса Сергея Рахманинова, который проводился впервые в нашей стране, именно как посвящение 150-летнему юбилею. Он сейчас действующий дирижер Мариинского театра и, конечно, прошел такой определенный период согласования графиков и его творческих планов Мариинского театра. Поэтому, пользуясь случаем, я бы хотела выразить еще раз нашу благодарность художественному руководителю Мариинского театра маэстро Валерию Гергиеву за его постоянную поддержку, такой добрый профессиональный патронат филармонии Якутии. Он всегда старается по возможности и в творческом плане, в консультативном плане поддержать нас. А второй наш гость, тоже молодая восходящая звезда в музыкальном мире, Алексей Мельников. Он пианист, он представлял Московскую филармонию, лауреат также многих международных конкурсов, в частности, такого известного московского музыкального фестиваля имени Чайковского. И его приезд также является таким жестом многолетнего сотрудничества Московской филармонии в рамках федерального проекта «Всероссийские филармонические сезоны». Мы по этому проекту, по этой программе
Наши постоянные слушатели знают, что мы привозим звезд самого высокого уровня. Ну а зная логистику нашего города, то без этой программы нам было бы сложно осуществить концерты с участием звезд музыки. 7 апреля состоится концертное исполнение оперы «Алека». Чем концертное исполнение отличается от обычного? Ну, концертное исполнение, конечно, прежде всего отличается своим форматом. В отличие от традиционных оперных спектаклей, такие концерты проводятся без декораций, без таких зрелищных ярких костюмов. Возможно, просто так вот фрагментарно обозначается. Да? На сцене будет симфонический оркестр, не в оркестровой яме, ну а вокалисты, солисты, там, артисты хора, они ну, как бы все на одной сцене. Да? Тут вариантов очень много. Эта опера довольно часто исполняется на самых разных площадках. Наш концерт, он будет проводиться в культурном центре Северо-Восточного федерального университета. Поэтому мы, конечно, постараемся воспользоваться возможностями этой площадки и ну, через видеоконтент будем создавать атмосферу, среду этого спектакля по известному произведению Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы». И можно сказать, что с этого года уже у нас идет подготовка к большому юбилею будущего года. В будущем году 225 лет Александра Сергеевича Пушкина. И мы вот потихоньку набираем свой тоже репертуар, несмотря на то, что ну, Пушкин известный поэт, прежде всего, да, но у нас уже будут в репертуаре вот опера «Алека» Рахманинова, да, у нас уже есть произведение Свиридова «Метель» по произведению также Пушкина. Ну и вот сейчас думаем, чем еще обогатить наш фестиваль для того, чтобы программу по Пушкину, скажем, да, для того, чтобы в будущем году провести такой уже пушкинский фестиваль, подобие вот Рахманиновского фестиваля вот текущего 23-го года. Сергей Рахманинов, кроме того, что был композитором и дирижером, он был гениальным пианистом. Какие его фортепианные произведения будут звучать на фестивале? Ну, как я уже сказала, мы имеем возможность фортепианные концерты проводить только на сцене театра оперы и балета. По идее, на сегодня мы уже исполнили почти все его симфонические произведения, да, и у нас остается вот самая его известная симфония вторая. Мы ее приберегли на конец октября для того, чтобы ну, подвести своеобразные итоги года Рахманинова и итоги нашего фестиваля. Поэтому следите за афишей филармонии Якутии, и мы всегда рады видеть вас пока на самых разных площадках города Якутска. В богатом наследии композитора много вокальных произведений. Где можно будет их услышать? Да, но я знаю, что наши коллеги из Государственного театра оперы и балета, конечно, тоже готовятся к этому юбилею. И очень интересно, что вот мы 7 апреля представляем вот концертную версию оперы «Алека». Театр оперы и балета наши коллеги готовят 20 апреля. И многие вокальные произведения Сергея Рахманинова прозвучат также и в исполнении артистов Государственного театра оперы и балета. Ну а мы свой как бы завершающий фестиваль концерт вокальной музыки, мы его проведем 21 апреля, хоровой концерт «Приношение Рахманинову». Поэтому ну, вот из большого, огромного наследия, конечно, вот что-то, самые такие яркие, интересные произведения прозвучат там. Ждем. А где еще будет звучать музыка Рахманинова? Ну, в рамках и республиканского плана, конечно, практически все учебные заведения в сфере культуры и искусства, они запланировали свои собственные мероприятия. Это и какие-то классные часы, лекции, концерты. Вот музыкальный колледж тоже готовит, да. Я просто точно знаю, что вот мы, филармония Якутия, мы входим в состав
Общероссийского союза концертных организаций России. И в рамках этого плана вот 1 апреля в Общероссийский день Рахманинова все города пытаются создать такую атмосферу, чтобы музыка Рахманинова звучала везде, начиная с лифтов, ну это такая традиция в азиатских странах, в лифтах, в аэропортах, в каких-то общественных пространствах, крупных торговых центрах. Ну а в городе Якутске мы тоже планируем, что и на канале НВК «Саха» будет звучать музыка Рахманинова в исполнении симфонического оркестра филармонии Якутии, и разные дирижеры, разные исполнители, пианисты. А знаю, что есть планы о том, что вот по проспекту Ленина, где есть возможность такой озвучки, также будет звучать музыка. Ну, я надеюсь, что на каких-то других точках. Может, аэропорт города Якутска или торговые центры. Что из репертуара Сергея Рахманинова уже исполнено в филармонии и что планируется? Ну, мы поставили себе задачу, вот как-то любая концертная организация набирает свое портфолио. Ну вот очень широко известный факт, что вот знаменитая Галина Михайловна Кривошапка в свое время симфоническим оркестром Гостелерадио Якутии исполнила все симфонии Моцарта. Да? Ну и вот мы себе тоже поставили задачу исполнить все симфонии, фортепианные концерты Сергея Рахманинова. И к концу года, вот как я уже говорила, повторяюсь, мы эту программу выполним. Ну а по вокальным хоровым произведениям у нас пока ну, не полностью укомплектован хор для того, чтобы исполнять произведения кантата ораториального такого жанра, да, поэтому нам еще предстоит работать, но мы надеемся на наше сотрудничество с академической капеллой Санкт-Петербурга. У нас идут переговоры. Если мы договоримся, если будут известны результаты гранта, на которые мы подали заявку наши коллеги, появится финансирование, то, возможно, мы сможем исполнить вот вокальное произведение Рахманинова «Колокола» здесь, в городе Якутске. Ну, нужны определенные ресурсы, будем надеяться. Ну и в завершение такой вопрос. Чему учит музыка Рахманинова? Музыка Рахманинова, она, ну, как любое такое классическое произведение, она, конечно, только о светлом, добром, вечном. И она сейчас приобретала особую такую актуальность. Да? Вот в последних новостях, даже несмотря вот на во многих западных странах, вот есть тенденция к культуре запрета, вот культурному бойкоту русской музыки. Даже несмотря на это, во многих филармониях, концертных организациях, театрах в эти дни все равно будет звучать Сергей Рахманинов. В Италии открывается выставка из фондов Музея музыки имени Глинки из Москвы. У нас был приглашен когда-то дирижер, тоже лауреат конкурса Рахманинова, бронзовый призер Хаужань Ли. Вот 17 марта он дирижировал в Пекине Пекинским симфоническим оркестром, также исполнял вторую симфонию Рахманинова. Поэтому эта музыка светла, она объединяет, и вот такая вечная классика, она будет только способствовать объединению стран. То, что говорится об едином культурном пространстве, это и есть музыка Рахманинова. Туяра Игоревна, спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.